Маленький город с большой историей Троицк вновь принял главных лиц мусульманского мира. Обсуждали в этот раз не только прошлое городка, но и будущее. Когда некоторые пустующие здания в Троицке могут наполниться жизнью и почему благодарить в этом стоит одного из главных подвижников ислама, расскажет Иван Гончаров. Его называли духовным королем своего народа, а власти Российской империи боялись как огня учений скромного имама из Троицка. Зайнулла Расулев для исламского мира – человек, принесший знания. Именно он открыл первый медресе, где изучали не только Коран, но и основные общественные науки. Образование и преподавание, которое сочетало в себе элементы традиционного духовного воспитания, изучения арабского языка, Корана, хадисов и так далее, и в то же время вводились новые предметы, светские, это и русский язык изучался, и математика, и все те предметы, в которых нуждалось все общество. Память о религиозном реформаторе в Троицке живет до сих пор, а вот здание того самого первого медресе постепенно разваливается. Оно пустует уже 3 года. До этого здесь было здание областного суда. Еще чуть раньше техникум. Вдохнуть жизнь в одно из культовых заведений могут уже в ближайшее время. Если нас хватит сил, общего понимания, как это сделать, мы, наверное, готовы возобновить работу Троицкого. Это будет медресе? Медресе. Ну, года 2 на это возьмем. Может, с Божьей помощью сделаем. Проект возобновления медресе в Троицке – один из нескольких шагов на пути сближения конфессий. Губернатор Борис Дубровский признался, сам он православный, но ко всем религиям относится с уважением. Да и как иначе, ведь еще 70 лет назад народы уже объединились перед общим врагом. Сын легендарного Расулева лично собирал деньги в помощь челябинским танкистам. Он один из первых религиозных деятелей, который объявил священную войну против германского фашизма и внес 50 тысяч вклада и объявил сбор пожертвований во всех мечетях, которые тогда оставались, а их было около 100 всего. Ждать новой угрозы вряд ли стоит. Каждый год в Троицке церковные деятели подписывают соглашение о социальном партнерстве, благотворительность, образование и даже работа с пенсионерами. У религии и чиновников оказалось много общих целей. Иван Гончаров, Дамир Иганшин, 31 канал, Троицк.